Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Самым ожидаемым событием спортивной жизни региона являются игры Манчары. В этом году спартакиада по национальным видам спорта должна пройти в 21 раз. Первые официальные соревнования по двум национальным видам спорта – хапсагаю и якутским прыжкам – прошли в далеком 1932 году в рамках программы первой всеякутской спартакиады. В этом году планировалось, что спартакиада по национальным видам спорта пройдет по 11 видам. Игры должны пройти в горном районе. Как все будет организовано, не состоятся ли игры в обычном формате? Об этом мы не только поговорим с нашим гостем студии Александром Бугаевым, заместителем министра по физической культуре и спорту республики. Александр Николаевич, здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Как идет подготовка, расскажите, всем интересно, учитывая, естественно, эпидситуацию в нашем регионе. Ну, действительно, спартакиада игры Манчары – это одно из таких самых крупных спортивных мероприятий в нашей республике, которое проводится один раз в 4 года. Значит, в этом году спартакиада пройдет в селе Бердигестя Горного Улуса с 7 по 11 июля. Значит, подготовительная работа идет полным ходом, под руководством Республиканского организационного комитета. Председателем организационного комитета является заместитель председателя правительства Сергей Васильевич Местников. Всего работают 19 рабочих комиссий по различным направлениям, по своим направлениям. Ну и, конечно же, большую работу проделывает сама администрация Горного Улуса. Значит, тут нужно понять то, что тут это не только организация, скажем так, спортивной части соревнований, да, но это очень большая работа именно и по ремонту, по строительству, в первую очередь, социальных объектов, да, объектов образования, доп. Образования. Значит, это ремонт и строительство дорог, да, поэтому мостов, поэтому очень большая работа проделывается. Значит, в данный момент идет строительство спортивных объектов. В январе уже введены строй многофункциональный спортивный центр, он уже функционирует в районе. Команда Горного Улуса уже там, начиная с февраля месяца, ведут подготовительную работу к спартакиаде. Также идет строительство стадиона на 1000 мест, стрелкового тира с интернатом на 50 мест. Идет реконструкция ипподрома, да, села Бердигестях. И все эти крупные спортивные объекты будут введены в строй до начала игр Манчары. Ну, всего предполагается участие, если полным составом все приедут, 1850 спортсменов из 39 команд. Значит, это 36 команд муниципальных образований и городских округов нашей республики. И плюс это сборные команды Северо-Восточного федерального университета. Это АГАТУ, ну, бывшая ЕГСХ, да, сельхозакадемия. И это сборная команда регионального отделения Российского студенческого спортивного союза. Вот таким составом игры будут проводиться. Ну и, конечно, как уже сказали, обстановка и пандемия коронавируса, конечно, к сожалению, не прошла мимо. Мы, организаторы, вынуждены были тоже принять некоторые ограничительные меры. Это, во-первых, сократили количество участников, то есть квоту сделали, да. Напомню, что спартакиада проводится по 4 группам. Первая группа – это наши города и крупные промышленные районы. Градация пошла по численности населения муниципальных районов и городов. Да. Вторая группа – это в основном наши центральные улусы районы, да, сельскохозяйственные улусы. Третья группа – это в основном северные улусы. И четвертая – это арктические улусы, да, малочисленные. То есть, по ограничению, первая, вторая группа по 70 человек мы вынуждены были сократить, да, соответственно, из них 60 спортсменов и 10 это состав делегации, там судьи, тренеры, руководство и так далее, да. Третья группа 50 человек, соответственно, спортсменов 40 и 10 делегаций. И четвертая группа это 40 человек, соответственно, спортсменов 30. И состав делегации 10 человек. Но это, конечно, еще раз напомню, что это в связи сохранения, прежде всего, сохранения здоровья самих спортсменов, ну и всего населения республики. Мы вынуждены были прийти к таким мерам. Ну и, конечно же, будут соблюдаться все требования и методы рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава Российской Федерации. Это, во-первых, конечно же, социальное дистанционирование, в первую очередь на местах размещения и питания. Это тоже дает определенные, скажем так, нюансы, да, потому что при размещении в основном спортсменов будут организованы
в школах, в детских садах, да, то есть доп. Образованиях и так далее, да, дошкольных образованиях. Поэтому вот с расчетом на одного человека 4 квадратных метра, да, то есть, соответственно, из этого, то есть в одном здании получается уже мало, ну, меньше, намного меньше человека будет размещаться, Чем да, возможно да, было чем бы возможно было бы, да. Ага. И, конечно же, это термометрия, вот, СИЗы, масочный режим, вот, антисептики, все это будет соблюдаться, конечно. Самое главное, чтобы обстановка была такой, что хотя бы немножко зрителей смогло это все увидеть. Скажите, ну, учитывая обстановку и вообще ситуацию в регионе, могут ли быть внесены какие-то изменения в положение Игроманчары? Ну вот в положении, ну, сейчас пока очень трудно сказать, да, вот какая обстановка будет через месяц, да, и через полтора. Возможно, будет принято решение руководством о проведении Игроманчары без зрителей, да. Конечно, этого не хотелось бы. Вот такие изменения могут. И изменения уже внесены в части возрастного ограничения ветеранского возраста. Я напомню, что наша спартакиада проводится, это, скажем, 3 поколений. Это юноши и девушки, это вот взрослое население, да, средний возраст и ветеранский возраст, да. И мы вынуждены были тоже, опять-таки же, вот в целях сохранения здоровья, значит, ветеранов сократили до 55 лет. Поэтому это тоже дает определенные, конечно же, трудности в подготовке спортсменов, конечно, да, это ограничение возрастном этом. Ну и тоже, пользуясь случаем, хотелось бы обязательно, да, требование — это вакцинация и обязательно вот сдача анализа ПЦР. Ну, ПЦР это уже по всей России уже с прошлого года, это уже как бы уже постоянно, значит, по всей России каждые спортсмены и тренеры сдают анализы ПЦР за 3 дня до начала соревнований. И такие же требования будут и соблюдены на наших играх Манчары. Ну а вакцинация, конечно же, мы все должны понимать, что вакцинация – это единственный такой эффективный метод, да, профилактики коронавируса. И это, конечно, вот, каждый спортсмен, участники, они должны это понимать. Давайте поговорим о судейском корпусе. Кто будет главным судьей этих соревнований и вообще сколько судей запланировано привлечь? Главный судья игр Манчары назначен Говоров Семен Иннокентьевич. Это судья международной категории. Он не раз судил многие крупные спортивные мероприятия, соревнования в нашей республике. И последние 2 спартакиады игры Манчары он тоже был главным судьей. Это Верхневилюйский и в Чурапче. Последние 2 спартакиады, да, поэтому мы, организаторы, на все 100% уверены, что в части судейства, да, игры пройдут на высоком организационном уровне. А общее количество судей 250 человек. Мы тоже немножко сократили количество судей, да, ну и видов спорта, вы сказали, 11 видов спорта. И вот в связи с ограничением количества участников, тоже вот, соответственно, количество судей тоже немножко сократили. Ну вот в рамках игр в России стартует федеральный проект «Спорт Норма Тур». Расскажите, пожалуйста, об этом мероприятии. Значит, вот на недавнем прошедшем международном спортивном форуме «Спорт Лайф» в городе Москве, значит, мы презентовали наши вот игры, спартакиаду игры Манчары, значит, да. Было подписано соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и нашим министерством. Значит, и вот нынче летом по всей России будет стартовать этот федеральный проект «Спорт Норма Тур». Это значит в рамках федерального проекта «Спорт Норма Жизни». Мы все знаем, что сейчас вот федеральные проекты, национальные проекты по всей России, да, значит, реализуются. Благодаря вот «Спорт Норма Жизни» федерального проекта мы ежегодно получаем финансирование, там, начиная от строительства спортивных объектов, заканчивая спортивными инвентарями, выездными расходами и так далее. Поэтому вот этот федеральный проект, он берет начало именно от Республики Саха-Якутия, села Бердигася, Горного Улуса. И старт идет от республики, и в сентябре месяце заканчивается в городе Москве. Всего будет проходить этот тур в 9 городах Российской Федерации, в том числе в нашей республике. Поэтому главная цель – это, конечно же, пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения страны, республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Да? И одной из главных целей – это поддержка олимпийцев Российской Федерации, вот как раз и преддверии Токийской Олимпиады, Олимпийских игр.
будут проводиться различные активности, значит, массовые именно для населения, не для спортсменов, именно для населения, различные мастер-классы, утренние зарядки, различные спортивные мероприятия, да, с призами и так далее. Вот поэтому вот предполагается именно вот для населения. Вот такое мероприятие, звучит очень здорово, скорее бы началось. Ну, давайте вернемся к эпидпостановке. Как сложившаяся ситуация сейчас у нас в республике сказалась на работе спортивных объектов? В каком режиме сейчас функционируют в Якутии? Да, ну, на сегодняшний день все, значит, объекты, спортивные объекты, они работают, да, но с соблюдением всех, значит, ограничений, то есть загруженностью 50%. И также, значит, тренировочные мероприятия запрещены для групповых занятий, да, для групповых. То есть, группы малого количества людей и так далее, да, вот разрешается, конечно, соблюдение всех требований, то есть массовое вот плавание и так далее, катание на катках, все это разрешается в парках, в стадионах, но опять-таки же с соблюдением социального дистанционирования. Ну, то есть на сегодня объекты наши работают, поэтому да, население могут прийти, посетить объекты и тоже следить за своим здоровьем. Да. Но, конечно же, с соблюдением всех норм. Все-таки массовое спортивное мероприятие в столице региона, по крайней мере, проводится. Это массовые утренние зарядки. Расскажите, пожалуйста, на каких точках, в какое время, кто проводит, кого привлекли? Мы ежегодно, да, по всей республике организуем утренние зарядки. И в этом году вот, с потеплением долгожданной нашей погоды, да, мы с 18 мая начали утренние зарядки. Значит, что касается города Якутска, то пока в 8 точках. 8 точках это вот наши крупные площади, да, площадь Победы, площадь Ленина, площадь Дружбы, да, значит, вот перед площадью, перед государственным цирком, на Комсомольской площади, на стадионе Туймада, вот на таких точках, да. И сейчас еще дополнительно рассматриваем вопрос по тоже предложению населения, горожан, организовать утренние зарядки в районе аэропорта. Там вот очень хорошая площадь же, да, вот со Строгом, там благо место есть. И еще одну точку хотим открыть на сквере Матери на берегу озера Сайсары, в Сайсарском округе. Значит, утренние зарядки проводят наши вот опытные инструкторы, да, общественники, да, и, значит, и специалисты подведомственных учреждений Министерства спорта Республики. И каждое утро с 7 часов вечера, пожалуйста, всех приглашаем на утренние зарядки. Значит, вот. И что касается муниципальных районов, тоже, да, рекомендательно всем были тоже были направлены эти. Сейчас тоже во многих улусах постепенно тоже начинают, в зависимости, северные районы, конечно, чуть попозже, да, у нас территория очень большая. Вот центральные улусы тоже потихонечку начинают тоже у себя организовывать утренние зарядки. Александр Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Нашим якутским спортсменам только побед. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На подготовке к спартакиаде по национальным видам спорта игры «Манчары» мы говорили с нашим гостем, заместителем министра по физической культуре и спорту республики Александром Бугаевым. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.